Всегда мечтал спрыгнуть с моста на поезд и поехать в закат. Сигануть, не сигануть, мне лучше не надо. Хотя тут вообще низко. Вау, ребята, я только что спрыгнул с моста. Я еду в неизвестном направлении, поезд везет меня куда-то вдаль. Я еле балансирую на нем. Ребята, смотрите, какой я харизматичный. На все готов ради контента. Шучу, я на самом деле стою на мосту и просто понтуюсь. Лучше пешочком пойду прогуляюсь дальше. Тадан, это переход в виде вагона. Классно придумали, да? Баберкурва. Я взял попробовать минеральной воды Милления. Я не знаю, она монгольская или нет, но я видел, что ее известная монгольская блогерша рекламировала. Короче, я прочел про эту воду. Это не монгольская вода, это дочка компании Coca-Cola. Блин, выглядит так, как будто я типа из-за этого выбросил. На самом деле я просто ее выбросил. И хочу сказать, что посыл такой, короче. Дома сорить нельзя, а в гостях тем более. Перед вами та самая модель, которая рекламирует воду Милления в Монголии. Ее зовут Цедо. Написано Taste of Untouched Land. Вкус нетронутой земли. Вроде так переводится дословно. Но я пробовал эту воду, и по мне так она не очень. Вояж и Экос гораздо вкуснее. Всего я заметил в Монголии два вида Миллении. Одна такая голубенькая, что ли, обложка, а во второй фиолетовый дизайн. Может быть, мне первый вид не очень понравился, а это прямо зайдет. Ну все, пробуем. Как вкусно! Шутка. Я понял. Это минеральная вода. Это не обычная вода, а минеральная. И это вкус минеральной воды. Мне, в общем, вся минеральная вода мира не нравится. Поэтому я так о ней высказался. А в общем-то, я думаю, неплохая водичка. Минералку нужно понять. Дело в том, что когда я слышу выражение «минеральная вода», у меня сразу же невольно в голове появляются ассоциации с какими-то алкашами. Ну, потому что я часто слышал такие выражения: поздно пить боржоми, когда почки отказали, и так далее. Мне всегда вот с детства прямо казалось, типа, минералку пьют алкоголики, которые жестко проливаются, у них там начинаются проблемы с организмом, почки болят, там что еще болит, печень, и вот они поправляют свое здоровье минеральной водой. И поэтому я как-то никогда не пил минералку. И, возможно, сейчас в Монголии я пристращусь к ней. Надеюсь, нет. Ну, разочек попробовать можно. Милления, окей. Запрел на окраину Улан-Батора и наткнулся на старые раритетные граффити. Судя по тому, как облупилась краска. Да, давно это было. Стер я твой номер с мобилы. Вот такие граффитульки мне по душе. Они идеально передают мое состояние. Бомба 2020 года. Бомба, имею в виду рисунок. Типа забомбили, нарисовали. Хожу по заброшке. Как бы на меня тут балка не шандарахнулась и не проломила мне голову. Еще одна прикольная граффитулька. Написано Mongo Hustle. Монгольский хасл. И нарисована, изображена девочка в свитшоте Wu-Tang. И тег Аяс. Как будто девчонка нарисовала сама себя. Здесь очень свежо, хорошо. Дорожка для бегунов. Я смотрел по карте. Тут была нарисована речка в сторону гор. Но она, оказывается, пересохла. Я-то думал, вплавь придется перебираться, либо через какой-то мостик. А тут, оказывается, пешком можно пройти. Сейчас попробую подняться на горы и подышать свежим воздухом. А нет, я, оказывается, ошибался. Тут есть река, а до этого был ручеек, который пересохший.
Вот, пожалуйста, такая красота здесь. Как в кассу сейчас цветочек, расположенный на моей голове. Я нахожусь на природе, за мной протекает речка. Тут все очень красиво. Смотрите, даже молния ударила в дерево, как будто, и оно раскололось, упало. И тут можно как будто сидеть и созерцать природу. Но тут без мусора не обошлось. Какие-то ребята взяли тут, хорошо погуляли и не убрали за собой наказание. Река Тул. В этом месте какая-то воронка, что ли. Слышите, как шумит? И берег тут почему-то каменистый. Видно, что река сужается. Речка не такая глубокая, ее можно перейти вброд, либо переплыть. Но я этого, конечно же, делать не буду. Вода очень холодная. Фонд Thomson Reuters назвал реку Тул одной из опасных рек Азии. Согласно результатам обследования, река Тул слишком загрязнена. Реку Тул загрязняют стоками очистных сооружений и золотодобывающих предприятий. В столице сосредоточена половина промышленных комплексов страны, которые загрязняют воздух, окружающую среду и реку Тул. Река Тул была чрезвычайно загрязнена химическими и органическими веществами. Кочевники, располагающиеся вдоль реки, сбрасывают нечистоты прямо в воду и загрязняют ее. Знаете, что я только что понял? Минералочка очень хорошо открывается на природе. Когда газы из нее вышли, ты начинаешь ее понимать. С правой стороны у меня горы, под горами протекает речка, здесь лес, и там далеко степь. У меня дышат обе ноздри. Когда я нахожусь в Улан-Баторе, у меня одна ноздря не дышит, забита. Но когда я на природе, я вдыхаю этот лес полной грудью. Так выглядит монгольский лес вдоль реки Тул. Хвойных деревьев не видать. В основном березы и тополя. Вот такие большие. Что это, тополь? И, по-моему, это не березы. По-моему, все тополя. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие темные. Только ты не веришь никому. Брел я, значит, вдоль речки и наткнулся на некую возвышенность. Как будто курган. Я на него подниматься боюсь. Вдруг меня какие-то энергии проклянут, и я никогда не женюсь. Единственный представитель семейства хвойных. Я уверен, через 50 лет это будет шаман дерева. Нашел такую прекрасную набережную вдоль Тул, вдоль реки Тул. Тут люди ездят на велосипедах, ходят пешком, дышат свежим воздухом. В парке летают сороки, пасутся голуби. Можно ли про голубей так сказать, что они пасутся? А вон там виден скворечник или скворечник, как правильно. Интересно, что за птичка там проживает? Добрался до моста. Пожалуйста. Речка Тул. С высоты, ну не птичьего полета, а с высоты моста. Глубокая ли река? Красота. Иду в Зайсан.